Это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости. В студии Влад Давыдов. Смотрите в программе. Сводка от оперативного штаба. Сколько сегодня заболевших коронавирусом по республике? Данные статистики. ЕНВД отменяется с Нового года. На какие другие виды налогообложения могут перейти предприниматели? Сюжет из Нерингри. 69 в 25 районах по Якутии создают опорные центры ЗОЖ. Количество заболевших COVID-19 по России, по официальным данным, превысило 2 миллиона человек, продолжит Роман Чуриков. 2 миллиона 15 тысяч человек. На такой отметке остановился официальный счетчик подтвержденных случаев COVID-19 в России 19 ноября. Кроме того, этот день принес очередной рекорд по заболевшим за сутки – более 23 600 человек. А накануне страна обновила максимум по смертности от нового коронавируса. На таких новостях желающих расхаживать без маски и перчаток по московским улицам становится все меньше. Хотя последнее, вероятно, связано с погодой. В столице прошел ледяной дождь. Я не хочу подвергаться заражению. Я принимаю все к этому меры, которые рекомендует министр здравоохранения, Роспотребнадзор. Я не вижу ничего сверхъестественного, не ношение маски, перчаток. Это, жизнь дана один раз, и так тратить ее, не одеть маску на накрашенные губы, как-то так. Несмотря на пиковый уровень заражения, в Москве введены ограничения, но не настолько жесткие, как весной. Тогда закрыли все нежизненно необходимые предприятия, а по городу можно было передвигаться только с цифровым пропуском. Однако некоторые регионы все же приступили к постепенному ужесточению мер. 18 ноября очередной пакет огласили в Санкт-Петербурге. Но на полной самоизоляции пока лишь один регион – Башкирия. Споры о том, нужен ли жесткий карантин в нынешних условиях, не утихают. Я поддерживаю ужесточение. В этом смысл. А то, что 2 миллиона, это же еще выздоровели сколько уже из них. Я считаю, что то, что сейчас, это нормально. По-другому просто никак. Либо у нас увеличится количество заражений, либо у нас экономика рухнет. В некоторых регионах построены специальные временные госпитали для пациентов с COVID-19. Но, несмотря на это, в России занят уже 81% больничных коек, заявляет вице-премьер Татьяна Голикова. В 3 областях заняты 95% мест в больницах. При этом в 85% российских аптек отсутствует официально зарегистрированный в России препарат от коронавируса фавипиравир, следует из данных Общероссийского народного фронта, обнародованных на совещании с Владимиром Путиным. А почти в 1/3 из них вообще нет противовирусных лекарств. А по республике за минувшие сутки зарегистрировали 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения Елена Борисова в ходе брифинга. Из общего числа в Якутске выявили 120 случаев, в Нюрбинском районе 11, в Алданском, Усть-Майском районах по 7, Горный, Нерингринский, Аймяконский и Татинский районы по 6 случаев. Во многих других районах от 1 до 5 случаев заражения. За сутки лаборатории провели 5166 исследований. Сегодня на территории республики развернута 3001 койка для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Это практически в 1,5 раза больше, чем весной. И каждые сутки мониторируется при необходимости, коечный фонд увеличивается. Надо отметить, что также количество заболевших – это взрослые. Сегодня дети составляют порядка 11%. Из них на стационарной койке находится менее 3%. Мы продолжаем проводить массовые мероприятия по рекламации всех соблюдения правил. Напоминаю, что указ главы, который вышел в октябре, продолжает действовать о том, что если у вас есть случай ОРВИ и вы контактны с ОРВИ пациентом, независимо от его нозологической формы, вы должны продолжать оставаться дома на самоизоляции либо на дистанционном формате работы. Прокуратура региона в эти дни проводит рейдовые мероприятия по аптекам республики. Проверяется обеспечение аптек лекарственными средствами, ценообразование товаров, наличие жизненно важных препаратов и маркировка, лицензия и так далее.
По итогам сегодняшнего рейда в ряде аптек столицы были выявлены сразу несколько нарушений. В отношении юридических лиц приняты административные меры наказания. Подобные рейды проходят и в районах республики. По результатам проверок дана принципиальная оценка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в указанной сфере. В отношении виновных лиц инициировано порядка 30 административных производств. Внесены представления об устранении нарушений, которые находятся на контроле прокуратуры республики. К другим темам глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии. Соглашение направлено на оказание поддержки правительству республики в случаях возникновения временных диспропорций между спросом и предложением на важнейшие сырьевые топливно-энергетические ресурсы, товары народного потребления, а также на обеспечение поддержки северного завоза. В рамках соглашения Якутия приобретает материальные ценности из объемов Росрезерва и восполнит республиканский резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Сегодняшнее подписание как раз открывает нам возможность, широкие возможности обеспечения республики и продовольственными, непродовольственными товарами, медицинскими изделиями, лекарствами, то есть той продукции, которая сегодня абсолютно востребована. По линии Росрезерва я уверен, что эти поставки в рамках северного завоза вполне возможны, и они будут выгодны нашей республике и ее населению. Подписание сегодняшнего соглашения – это явный путь на вовлечение этого в хозяйственный оборот. То есть, когда бюджет передает бюджету, без всяких посредников, без всяких каких-то промежуточных вариантов, что даст, безусловно, и экономию финансовых средств для субъекта Российской Федерации. С 1 января 2021 года отменяется налоговый режим ЕНВД – единый налог на вмененный доход. Какие варианты есть для перехода на другие виды налогообложения, расскажет наш корреспондент в Нерюнгри Ирина Кичигина. До конца текущего года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый налог на вмененный доход, должны будут сменить налоговый режим. На какую же систему перейти? Есть 4 варианта. Первый – это упрощенная система налогообложения. Данный режим носит уведомительный характер. Уведомление необходимо подать до 31 декабря 2020 года. По поводу упрощенной системы налогообложения хочу добавить, что в заявлении обязательно должен быть указан объект выбранного налогообложения, да? либо доход минус расход. И обязательно указана сумма дохода за 9 месяцев. При этом сделаю уточнение, что сумма дохода от вмененной деятельности здесь не учитывается. Второй вариант – патентная система. Заявление о переходе необходимо подать за 10 дней до начала предпринимательской деятельности по месту деятельности. Далее единый сельскохозяйственный налог также носит уведомительный характер, и уведомить налоговый орган нужно до 31 декабря текущего года. И 4-й вариант – это налог на профессиональную деятельность, самозанятые граждане. Он устанавливается при помощи мобильного приложения «Мой налог». Так что единый налог на вмененный доход в Новый год вместе с нами не войдет. Если организации или предприниматели, находящиеся на данном режиме, не сменят самостоятельно, автоматически с 1 января они попадают на общую систему налогообложения. Выбрать наиболее подходящий режим для себя можно на официальном сайте ФНС России налог.ру. Отдельно подавать заявление о снятии с единого налога на вмененный доход подавать не нужно. Всех снимут автоматически. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В 25 муниципальных образованиях Якутии создали 69 опорных центров ЗОЖ. На днях Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям был объявлен конкурс на присвоение статуса опорного центра среди муниципалитетов. В конкурсе могут принять участие городские и сельские поселения республики. В заявленных работах должна быть отражена работа по профилактике ЗОЖ, увеличение численности населения за последние 3 года, также занятость и досуг жителей и профилактика правонарушений. Заявки принимаются до 14 декабря текущего года. Что же касается опорных центров ЗОЖ, во-первых, согласно постановлению правительства Республики Саха-Якутия, ежегодно мы проводим гранты по опорным центрам ЗОЖ, гранты правительства. Гранты правительства именно присуждаются тем
поселениям, которые имеют статус опорного центра ЗОЖ. Также они могут приобретать покупки спортивных инвентарей, спортивных площадок строительства. В Италии, по данным местных источников, каждый год теряется около 60 тысяч котов угольного цвета. А на улицах Тура, Рима и Милана из года в год убивают по 1500 невинных четвероногих, которые якобы приносят несчастье. А как к черным кошкам относятся жители Ленской? Почему вообще люди бывают суеверными? Разбиралась Ксения Журавлева. Рассыпалась соль, по дороге на работу попалась дама с пустым ведром, а если в нем еще и зеркало разбитое, то все, день точно пойдет на смарку. По крайней мере, так считают те, кто верит в суеверие. Они пытаются не есть на перекрестках, а когда встречают черную кошку, сразу хватаются за пуговицу. Она в этом случае сработает как оберег. Мнение, что именно черная мурка – источник всех бед, пошло от славянских народов, которые считали однотонного животного переодетым дьяволом. Черному Орфею из Ленска повезло. Переходить посторонним дорогу не надо. Громкоголосого усача из приюта забрала Анастасия Кадола. Девушка просто мечтала о черном друге и, увидев его на фото, не устояла. В итоге ни одного несчастья Орфей ей не принес. Наоборот. Православные христиане не верят ни в какие суеверия, потому что все, что происходит с тобой в жизни, это результат твоих отношений личных с Богом. Тема суеверия остается для ученых открытой. Философ и психолог Павел Блонский считал это элементарными средствами памяти и воображения. Немецкий социолог Эрих Фром – потребность в защите. У священнослужителей своя точка зрения. У нас на все воля Божия, и еще есть свобода и выбор самого человека. Поэтому какие-то кошки и разные гороскопы, они, конечно, на жизнь человека не влияют. Ну, а у нас в народе еще говорят, каждый кузнец своего счастья. Кстати, високосный год тоже считается вестником несчастья. Мировой кризис, смерти от коронавирусной инфекции, многочисленные протесты. Пока 2020-й мнение суеверных людей оправдывает. Станет ли счастливым год следующий, увидим. Ксения Журавлева, Алексей Снин, телеканал «Алмазный край». Таковы новости к этому часу. Смотрите телеканал Якутия-24, будьте в курсе, берегите здоровье, носите маски.